А вы сейчас живете сами, получается, где-то в лесу здесь? У меня папа с мамой всю войну отвоевали. Он себя считает русским. Я говорю, нет. Да, сейчас, Рашид, у меня к вам такой вопрос. Вы наверняка слышали, что в 2021 году будет перепись населения. Да, уже сейчас идет разговор, что уже будут. Ну, это неплохо, очень даже хорошо. Почему? Потому что, как сказать, сколько народу осталось? Да. Сколько народу осталось, а кто защищать будет Родину? Вот. Я тоже думал, что мне придется тоже, наверное, воевать. Но меня уже в армию-то не возьмут, а в ополчение, думал, тоже возьмут. Но оказалось, что войны не будет. У меня папа с мамой всю войну отвоевали. Отец был десантник, ВДВшник был отец, значит. Вот. И они всю войну прошли. Но я сейчас на пенсии сам. Пенсия небольшая. Я отработал на химзаводе, значит, по первой категории вредности. Мы делали для атомных подводных лодок герметик, делали. Очень, очень вредная работа была. Ну, это однако, вот я, видимо, веду здоровый образ жизни. Вопрос такой, вы разговариваете на татарском языке? Я, как сказать, ну, литературно не могу, значит, потому что вырос среди русских, это еще с Казахстана, но у нас дома в семье разговаривали, и объясниться я, конечно, всегда могу. Очень люблю татарские песни, русские песни, значит. А как вы думаете, вот была перепись населения, прошлая перепись населения в 2010 году? Сейчас, получается, из-за пандемии перепись 2020 года перенесли на 2021 год. Как вы думаете, татар станет меньше или больше? Ну, во-первых, ту предыдущую, которая была уже перепись, никто ее не озвучил. Она прошла втихаря очень. И поэтому не было такого. Раньше же были эти выборы, были агитпункты, где были люди, приходили, общались, узнавали все, что нужно. А сейчас, ну, практически ничего этого не было, и поэтому никто ничего не знает. Если папа, мама у меня, они татары, но я уже никакой другой мне не нужно, никакие религии не нужны мне, там звонят, предлагают туда-сюда, нам это не нужно. А если, допустим, один родитель только татарин, как записываться ему, татарином или другой национальностью? Допустим, если папа татарин, а мама русская, как записываться? Это всегда было у нас и в Советском Союзе. Кто у тебя папа? Если он говорит, у меня мама русская, значит, а папа туркмен, даже до Туркмении мы скажем, он себя считает русским. Я говорю, нет, ты туркмен. И то же самое в Татарстане. Кто у тебя отец? Татарин, русский, чувашин, маркиец, неважно кто. Значит, все идет у нас по отцу в Советском Союзе. И на сегодняшний день и татары у нас не теряют свои традиции. У нас сабантуй. У нас очень много сейчас коллективов танцевальных, которые поют, пляшут. В общем, у нас вообще шикарно. Ну что, в заключение хотим поблагодарить Рашида, согласился сняться с нами в этом видео. Обязательно подписывайтесь на наш канал Штаб татарской молодежи, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Всего доброго!